Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы погадаем с вами на замечательную тему, какие перемены принесет вам март. У нас с вами будет участвовать 3 колоды. Это Таро Грааля, Святого Грааля, также знаки Вселенной и наши магические ангелы света. Эти пока колоды я отставляю в сторону. У нас с вами будет 3 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Перемены в марте. Какие в вашей жизни будут в марте перемены? И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Итак, первая позиция – дымчатый кварц. Вторая позиция у нас будет адуляр. Такой вот. И третья позиция, давайте возьмем горный хрусталь. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока отставляю в сторону. Итак, наш дымчатый кварц. Какие перемены вас ждут в марте в жизни? И мы видим здесь карту суд. Суд показывает, что какая-то идет реабилитация, восстановление. То есть в вашей жизни в марте вот как будто бы наступит момент, что, может быть, что-то будет возрождаться, да, вот момент возрождения, момент, может быть, какого-то улучшения жизни, как будто бы вы сталкиваетесь, например, с исцелением, с выздоровлением, с исцелением ситуаций, восстановление на работе, допустим, после декретного отпуска и все такое. То есть карты здесь могут показывать именно вот как бы, не знаю, как будто бы высшие силы дают вам энергию, да, энергию для того, чтобы что-то возродить, вот, восстановить, может быть. И, естественно, вы будете восстанавливать. Может быть, восстанавливать свое право на что-то, восстанавливать документы. Вот бывает такое, что восстанавливают документы по этой карте. Так, смотрим еще, какие события тут идут. 6 жезлов, карта победы, радости и счастья, да. То есть вот у вас восстановление-то идет, и вы сразу же и думаете, что как вот раз это восстановилось, то вы как победитель выступаете. То есть человек, который побеждает, да, эту ситуацию, эту трудность, и, допустим, возрождаетесь на работе, да, в бизнесе, идет улучшение в финансовом плане, естественно. В личном плане тоже карты могут показывать, что идет восстановление отношений, и вы считаете это победой уже над трудностями. Так, 4 кубков показывает здесь, что как будто бы какой-то человек стучится к вам в жизнь в марте. Вы его как бы игнорировали, не замечали и не уделяли ему должного внимания. Вот. Я здесь это вижу именно то, что человек страдал от вашего невнимания. 2 пентаклей показывает здесь, что вы с этим человеком будете разговаривать, общаться и, может быть, как-то больше дружить, больше быть в хороших отношениях. То есть вот как бы и как игнорировали немножко друг друга длительное время, да, а теперь будете больше разговаривать, общаться, потому, как бы взаимодействовать, да, гулять, может быть, вместе, там, не знаю, кофе пить, может, какое-то время вы отдалялись от своих друзей, там, или от любимого человека, вот будете больше именно как бы проводить времени вместе, или, хотя бы по интернету общаться. 6 мечей показывает, что в марте у вас может быть дорога. Дорога не обязательно на далекое расстояние, то есть это может быть дорога хоть куда, но эта дорога вам понравится, она будет в прекрасном обществе, и вы как будто бы, имеете успех, да, когда едете куда-то, и вот как бы считаете эту дорогу очень успешной. Рядом будет мужчина, или может быть цель дорога к мужчине, или, цель это съездить куда-то с мужчиной.
Я считаю, что это улучшение в финансовом плане. Может быть, дорога связана с тем, чтобы либо вам что-то дали, подарили, либо вы это связываете, допустим, с работой, эту поездку, дорогу, и вы там, получается, ну, после этого или в связи с этим зарабатываете больше. То есть от этого вам идут деньги какие-то, да, заработок может быть, или просто прибавление в финансах. Четверка мечей также показывает, что после того, как вы прибавите ваши финансы, вы отдохнете. И карта мага показывает, что после того, как отдохнете, возьмете жизнь в свои руки, будете стараться менять ход событий в лучшую сторону, да, менять именно события в лучшую сторону. Ну, я считаю, что это неплохо. Карты такие все деятельные, да, такие прям все энергозаряженные. Они говорят, что много будет позитивных событий в марте, таких неплохих. И в то же время показывают, что много проблемных ситуаций вы преодолеете и как будто бы разрешите вот какие-то отношения, да. Но мне кажется, это больше как дружеские, конечно, если честно, отношения или между родственниками там. Когда долгое время человек думал, что вы как-то игнорируете именно. Ну, как бы мало общались друг с другом, мало уделяли друг другу внимания, мало взаимодействовали. Как бы человек от этого чувствовал себя как-то вот не в своей тарелке, да, вот привык, может быть, с вами общаться этот человек. Так, ну я здесь вижу карту звезды и король кубков, прекрасная карта, да, и девятку кубков. Это вот для личной жизни замечательные карты. Они говорят о том, что в марте у вас может очень хорошо вот прям устроиться, улучшиться личная жизнь. То есть идет ситуация, когда вы ну, просто прям даже ну, общаетесь с любимым человеком или находите любимого человека, вот тут король кубков, да, или просто общаетесь, у вас улучшаются отношения. На самом деле карты большого счастья, то есть бывает даже по ним люди там, не знаю, свадьбу устраивают, потому что, ну, здесь видно, да, вот как бы по девятке кубков, что могут люди даже свадьбу устроить. Вот смотрите, звезды — это вообще карта прекрасная, один человек другому звезды показывает. Вот. И я считаю, в каждой колоде этот сюжет вот на разных картах, он очень интересный. И вот как будто бы любимый человек вам в марте покажет звезды на самом деле. То есть вот король кубков прекрасный человек, вот он любящий, он заботливый, он там знает, что вы ему по сердцу, да, и видно здесь, что вот видите, как радость какая-то, вот как будто праздник какой-то идет, празднование чего-то. Вот большое счастье именно в личной жизни, что вплоть до того, что это будет как-то отмечаться, праздноваться, да. Поэтому да, здесь, конечно, здесь большие перспективы на лучшее. Вот. Ну, давайте посмотрим теперь знаки Вселенной для вас. Какие знаки Вселенной подойдут карты. Так, ну здесь краснеть не за что карта показывает, да? Краснеть не за что. Да, краснеть не за что. То есть карта говорит о том, что вам не за что будет стыдиться в марте. Вы будете все делать правильно, да? Ничто... Так, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Да, вы знаете, вот такое бывает по картам, что они дают этот знак. Если вы чувствуете, что ситуация вами владеет, ну, то есть... Все, что бы угодно ни случалось в жизни, оно не должно вами владеть. Вы должны все равно как-то владеть больше ситуацией. Даже если вас пытаются вывести полностью из колеи, старайтесь себя собрать. Ну, то есть взять в руки и сказать себе, все будет хорошо. Или сказать себе, что вы свободны от влияния этой ситуации на вас. Вы свободны, да? Ждите чуда. Для перехода дороги нажмите кнопку. Интересно, тут получается светофор, да? Ждите для перехода дороги, нажмите кнопку. Вот. А подписали «Ждите чуда». Это вообще чудесно, прям интересно, потому что карта показывает вот в обыденных вещах, да, может быть настоящее чудо для вас в марте. И карта говорит о том, что вы вот даже не знаете, где появится это чудо. То есть оно вот как-то волшебство придет, но вы не знаете, как даже не можете сейчас предположить, откуда оно придет. Стой, обернись, ты прошел мимо. Вот вам нужно что-то заметить в марте. Не проходите мимо, оборачивайтесь, да, потому что у вас будет какая-то возможность, а вы можете ее
упустить, поэтому старайтесь все замечать, везде смотреть, да, где ваши возможности. Хорошо, давайте посмотрим послание вашего ангела-хранителя. Архангел Уриил. Архангел Уриил восседает на ярко-красном луче, переливающемся пурпуром и золотом. Это луч мудрости и духовности. Вам было ниспослано благословение, чтобы вытянуть эту ангельскую карту. Она сулит безмятежность, любовь, спокойствие и мир. Вы же со своей стороны должны делиться этими замечательными качествами с окружающими. Связь с Архангелом Уриилом даст вам возможность достичь единства со всем человечеством. Это наивысшая стадия милости, которая принесет вам свободу и радость. Представляйте себя в пурпурном и золотом плаще и взывайте к помощи Архангела Уриила, прося у него ясности разума. Аффирмация: «Я пребываю в состоянии мира и безмятежности со всеми людьми». Прекрасная карта, прекрасная карта. Вот пребывайте со всеми людьми в состоянии мира и безмятежности. Вот такая вот у нас первая позиция. А мы идем с вами дальше. Мы идем дальше. Уронила все. Позиция номер 2, наш адуляр замечательный. Давайте смотреть, какие перемены вам несет в жизни март. Десятка кубков. Прекрасные перемены к лучшему. Гармония в жизни, гармония в судьбе, в самоощущении, да, прекрасная семейная жизнь. Ну вот именно семью больше всего показывает наша десятка кубков. Конечно, здесь свадьбу показывает. Ну, кто-то выйдет замуж, правда, по этой карте в марте, кто-то нет. Вот. Главное, что будет какая-то радость, праздник, и на вашей улице будет праздник, как говорят, да. Десятка кубков показывает карту, когда все хорошо, на самом деле. Вот когда все хорошо, когда у человека есть внутреннее спокойствие, что и все и будет хорошо. Он как-то вот нашел в себе равновесие. Сейчас трудно находить равновесие многим людям внутри себя. И нужно искать его, нужно искать. Нужно каждый день говорить себе: я хорошо живу, у меня все хорошо. Я люблю себя, я добрый. Я прощаю других, я прощаю себя. Я живу богато, я живу счастливо, я живу мирно. Вот и каждый день повторять себе: меня любят, у меня хорошая семья. Вот. И постепенно вы придете в равновесие, если правда будете себе это повторять. И десятка кубков, она это говорит, что вот какой-то будет хороший такой равновесный март, да, гармоничный, где вас вроде как любят, и вы любите кого-то, и идет ситуация с окружающими, да, вот какого-то единства. Хорошо, давайте смотреть дальше. Что еще по событиям идет в марте? Ну, мы здесь видим семерку кубков. Какие-то будут у вас пророческие сны, может быть, фантазии интересные, когда приходят новые идеи в полудреме, во сне. И также семерка кубков, она вообще просто показывает, что человек может видеть вещи сны в марте, и потом знать вот примерно, а что произойдет, да, вот какие-то намеки пространства на будущие события, на грядущие события идут. Девятка мечей здесь выпала у нас, показывает воспоминания о каком-то мужчине, король жезлов, да, вот как будто как вспоминаете кого-то. Так, вспоминайте, и рядом королева пентаклей с этим королем жезлов. Может, вы вспоминаете союз свой, но тут идет даже упор на то, что этот союз улучшается на самом деле. То есть думайте много просто о союзе. А у вас тут улучшение в личной жизни идет в марте, поэтому думать о союзе полезно вот на самом деле. Думать и даже видеть какие-то знаки. Здесь мужчина и женщина выпали, по сути. Между прочим, королева пентаклей — это карта благосостояния, а мужчина вам напишет. Вот он пишет, сидит, да. И, может быть, этот союз и правда как бы сильно-то улучшаются отношения в этом союзе. Тут жезлов показывает, все на подъем идет, все на рост. Рост дерева здесь идет, да, у нас рост силы этого союза. То есть у вас идет улучшение, видимо, в отношениях. И, ну, все-таки раньше вы эти отношения как бы как думали о них или их вспоминали, да, то есть идет явно восстановление, может быть, какое-то. Либо просто восстановление гармонии в паре, да, вот как раз были какие-то переживания по этому поводу. Так, ну тут нужно отказаться от чего-то, от жрицы отказаться, ну то есть, может быть, от одиночества отказаться, или от того, чтобы кто-то, ну, например, что-то делал вам магически, или отказаться от
поклонение чему-то, да. Вот бывает, видите, как они кланяются. Может быть, перестать кланяться кому-то, да, отказаться от того, чтобы поклоняться. И поехать куда-то, как будто бы. Мол, кланяться больше не буду, я куда-то поеду. Может, это с работой связано. Может, на работе слишком заставляли кланяться. И, мол, вам эта тенденция уже больше не нравится. Или работать в одного, все тянуть на себе не нравится, да, слишком много надо изучать. И лучше отправиться куда-то в дорогу, как будто бы. Что-то поменять, может быть, в работе в своей. Может, торговлей заняться, тоже вариант. Так, паж кубков, тут выпадает дьявол и отшельник. Вот тут идет как бы как предложение какое-то, да. Ага, любви, предложение о любви. Но какое-то, как вот оно, это предложение-то с подвохом, да, от одинокого человека. Вам тут, видите, у вас уже есть как бы человек, скорее всего, кто вам больше нравится и кого вы любите, но там нужно улучшать отношения, они, правда, улучшатся. А вам одинокий человек, вот, но у него плохие наклонности, будет предлагать отношения, отказывайтесь, скорее всего, потому что предложение о любви, но оно какое-то нехорошее, мне кажется. Оно какое-то, вот как вот у человека есть пороки, может быть, какие-то внутри, какие-то пагубные пристрастия или еще что-то. И да, будет выбор, может быть, с кем бы вам быть, может быть, вот такое, с кем бы вам строить отношения, или выбор просто, кому отдать предпочтение. Не отдавайте предпочтение людям, у которых есть какие-то зависимости, пристрастия, и людям, у которых есть вот такой нездоровый огонек в глазах. Может, даже это с работой связано, а это карта изобилия, да, я предлагаю тебе больше денег, я предлагаю тебе жить в богатстве, ну вот это легко даже зарабатывать будет, да, предложение идет. Но оно по дьяволу предложение. От человека, который тоже как бы типа фрилансом, может быть, занимается или одиноким каким-то бизнесом, работой. Вот, давай под моим бизнесом там вот это регистрируйся, что-то делай, да. Вот не надо соглашаться и кланяться не надо, да, в работе. Это нехорошо. И соглашаться на это тоже не надо. А правда, может быть, куда-то перейти в другую организацию или поехать, или еще что-то. Если работу менять не собираетесь, может быть, это касается просто отношений межличностных, ну, с любыми людьми. То есть и кланяться я не хочу, да, этим людям, там, прогибаться под них не хочу. Не хочу чувствовать себя одиноким рядом с этими людьми. Но и поддаваться на уговоры человека, у которого есть в глазах дьявольщинка, тоже не буду. А скорее сделаю совершенно смену обстановки, да. В любом случае у вас будет очень счастливый март. Мы это по первой карте сразу увидели, фон этого марта, да, что перемены идут только к лучшему все. И налаживание все равно есть и личных отношений. Вот, но и с другими как будто бы предложениями, да. Ну, давайте посмотрим знаки Вселенной. Не усложняйте любые ваши мысли сейчас, а просто увидите по событиям, да, как оно. Не взрослейте, это ловушка, не надо взрослеть, потому что дети, они Божьи создания, вот правда. Мы взрослые, мы все невротики, мы начинаем все время пытаться контролировать свою жизнь, из-за этого все только хуже. Вот, не контролируйте, не надо взрослеть, это ловушка, Просто будь тем, кто ты есть, да, вот и все. Просто будь. И не надо сильно усложнять. И жить это здорово. Вот видите, у вас какое. Не усложняй, не взрослей, это ловушка. Будь и жить это здорово. Вот такие послания прям текстом, да, от ангелов, от Вселенной идут. И это прекрасно, я считаю, такие знаки получать, потому что просто не надо сильно напрягаться в этой жизни. Хорошо, давайте посмотрим, что скажет ваш ангел-хранитель вам. Архангел Иофиил. Архангел Иофиил восседает на золотом луче, притягивая мудрость начала. Попросите его разъяснить вам все и помочь достичь своего внутреннего глубокого знания. Этот архангел поможет вам учиться и впитывать информацию. Так что если вы учитесь или хоть как-то связаны с тем или иным аспектом образования, божественное содействие будет вам сейчас оказано. Призывайте архангела Иофиила себе в помощь, чтобы он направил вас и придал вам силы. Он поможет вам избавиться от всего негатива, открыть свой разум, очиститься и стать мудрым. Ангелы напоминают, что пришло время облачиться в золотой плащ мудрости. Поэтому представьте, что вы окружены золотым светом.
Аффирмация: я поддерживаю связь со своей внутренней мудростью. Вот вам нужно поддерживать связь со своей внутренней мудростью обязательно. Вот такая вот у нас вторая позиция, она мне очень понравилась. Вот, а мы перейдем с вами к позиции номер 3. Позиции номер 3. Перемены в марте, да, что у вас ждет? Горный хрусталь, давайте смотреть. Ну, тут у нас карта сила. Сила показывает, что у вас будет притирка, может быть, с каким-то человеком в марте. И также как будто идут на вас какие-то небольшие как нападки, но вы отражаете, вы говорите: да я стою на своем. Я вот такой человек, что я сильный человек, и вы хоть что вы там мне говорите, я буду стоять на своем. Ну, карта такая, она, да, говорит о том, что вы будете невероятно сильны в марте. И то, что Бог добавит вам из жизненной энергии. То есть, ну, когда человек больше здоров, так вот, знаете, свеж, он с оптимизмом смотрит в будущее, он считает: я сильный, там, я все могу, да, я противостою любым испытаниям, и я знаю, что я со всем справлюсь, со всеми своими задачами. То есть вам как-то энергии высшие силы добавляют в этот месяц. Больше энергичности вашей, да. Ну, девятка жезлов опять же показывает стоять на своем, держать опору, оборону, да. И получается, что отстаивать свои какие-то убеждения придется. Десятка жезлов говорит о том, что много будет дел, хлопот, забот. Вот. Ну, тут как бы типа Сизифов труд, конечно, показали, но вы тогда, когда вкладываете энергию куда-то, видите, по повешенному, вам нужно знать, каких жертв стоит эта энергия. Ну, то есть, смотрите, есть иногда дела, которые вам, ну, может быть, и не стоило делать. Может быть, стоит сначала подумать, брать на себя эту ответственность или не брать, надо или не надо. Потому что идет ситуация, по сути, вот по этим картам, что настаивать-то на своем вы, конечно, можете. Однако, когда мы видим, что какие-то труды идут вообще попусту, значит, нужно проанализировать, что я делаю, а что мне не надо делать. То есть не беритесь за все, что вам предлагают сделать, да, и не беритесь за все, что вы считаете нужным сделать прямо сейчас. А распределяйте ваши дела в очередь, потому что иначе это будет слишком энергозатратно для вас на самом деле. Пятерка жезлов показывает соревнования с конкурентами, скорее всего. И вот поэтому вы, скорее всего, и наберете столько дел, чтобы ваших конкурентов-то перебороть. Да? А конкуренты, они наоборот, они, получается, теряют в деньгах. Только вы-то про это не знаете, и зачем вы с ними соревнуетесь? Вот постарайтесь подумать. Может, они уже и не ваши конкуренты, да? Четверка жезлов показывает, что у вас могут быть операции с недвижимостью. Тут, конечно, прячет сундук с золотом. Ну да, может, сколько-то денежек вы будете прикапливать на недвижимость. Может, это еще только стадия, когда вы будете, правда, зарабатывать в марте, у вас будут прибавляться деньги, но вы их стараетесь скопить на новый дом, там, на участок, на бизнес, может быть, на какую-то, очень какое-то крупное что-то, крупную покупку, да. И туз пентаклей показывает, что действительно прибавляются деньги очень сильно. То есть вы можете богатеть, можете справляться с какими-то жизненными задачами и стараться сделать все для того, чтобы как можно больше заработать. У вас это будет получаться, на самом-то деле, очень хорошо получаться. И туз пентаклей, это же карта талисман, она показывает, что в марте у вас сильно решатся хорошо в лучшую сторону финансовые все дела и проблемы. Башня показывает дом. Вот видите, я же говорю, у вас какие-то идут с недвижимостью моменты. То есть в этой колоде башня — это не разрушение, а дом. И это намек на то, что вот я говорила про недвижимость, что у вас есть, ну, по крайней мере, если не в марте покупка недвижимости, то в скором будущем. А в марте вы собираете эти деньги, да, на недвижимость, получается. Так, улучшаете свое финансовое положение. Но вам это стоит труда, явно стоит труда и энергозатрат. Плюс вы считаете конкурентами людей, которые совершенно не являются вам конкурентами уже, потому что у них уже нет денег, да, или там нет возможности быть конкурентами. Ну, тут у нас что, по личной жизни какая-то немножко путаница идет, но эта путаница распутается. Тут знаете как? Тут как будто бы какой-то мужчина падает, и у его как бы по луне, как будто на него идет, может,
видите, магическое воздействие, потому что идет Луна с 8 мечей, да. Он бы хотел с вами мира, он бы хотел с вами отношений, любви, но идет именно 8 мечей с Луной, которые говорят о том, что вот на него идет воздействие, он не все понимает, как будто бы. И мое мнение здесь, что нужно, ну, брать и этот момент менять, как бы, да, между вами. То есть делать все для того, чтобы человек все-таки что-то там осознал, понял и как-то его, ну, реабилитировать, так получается. Поэтому, да, здесь карты показывают конкретно, что с человеком еще пока ситуация будет чуть-чуть путанная, но она постепенно будет именно разрешаться, да, и отношения все-таки могут выйти на новый уровень, вот, вы можете отстоять эти отношения. Если у вас нет отношений или нет такого человека, да, карты здесь показывают, что это могут быть новые отношения, но с человеком, который немножко в жизни запутался и не знает, как ему решить, на самом деле, с кем ему быть и расстаться ли с прошлым. Вот. А если это старые отношения, то здесь вот идет именно 4 пентаклей, паж жезлов, сильное улучшение в отношениях, стабилизация и борьба за отношения. И действительно победа, но может как новая весна в отношениях, да. Но для этого нужно, конечно, постараться, вот постараться прямо и ну, сделать так, чтобы все-таки человеку открыть глаза, да, открыть глаза. Но я вижу улучшение все-таки в вашу сторону от этого человека. И вообще в нем какие-то прогрессы, то есть что-то в нем меняется в лучшую сторону. Может, он сам по себе какой-то немножко мутненький, может, чуть-чуть там у него зависимости есть, или что-то с нервами. Но вот оно как бы выравнивается в марте, да? Что скажут знаки Вселенной для вас? Время собирать камни. Ну, время собирать камни, это, наверное, все-таки как результат, да, чего-то, результат вашей жизни. Так, дальше, значит, смотрим. Мы разрисуем все заборы своими стихами. Достань, пожалуйста, краску из рюкзака. Очень хорошая романтическая карта. Она показывает, что нужно быть в жизни творческим человеком, нужно быть романтиком, да, у вас что-то такое романтичное идет. Встретившись однажды, полностью расстаться невозможно. Вот видите, намек на отношения и на любовь. То есть все-таки есть такое, вот у нас энергетическая связь с каким-то человеком. Она есть, и вы все равно как будто бы восстанавливаете отношения или улучшаете их. Мечтай, все получится. Да, вы должны мечтать для того, чтобы вот эти отношения улучшались. Нужно мечтать, нужно знать, что все будет хорошо, нужно добавлять романтики в жизнь. Полет фантазии, он должен быть здесь обязательно в вашей жизни. И, конечно, когда вы знаете, что отношения должны выходить куда-то вперед, на новый уровень, верите в это, работаете над этим, стараетесь направить свои мысли в нужное русло, оно, конечно, меняется к лучшему, да? Хорошо. Давайте посмотрим, что скажет ваш ангел-хранитель сегодня. На март свет. Свет озаряет тьму и уныние, приносит надежду и вдохновение. Попросите ангелов наполнить вас светом, ибо он несет в себе духовную информацию и знания. Это ключ к Вселенной, который отворяет мудрость внутри вас и приносит любовь в мир. Любовь и мир. По мере того, как ваш свет крепнет и становится более четким, вы достигнете ясности во всем и найдете свою цель. Все наладится, и вы станете своего рода маяком, который будет напоминать людям, что божественная помощь доступна всем. Мудрые ангелы советуют вам попросить их зажечь и усилить божественный огонь внутри вас. Аффирмация «Я свет». Вот вам нужно прямо повторять «Я свет, я свет, я свет». Это правда, это очень хорошо. И вы знаете, вот когда ты все-таки несешь свет в этот мир, когда ты несешь свет людям, это заряжает других, да, ты можешь другим подать пример светлого человека, ты можешь подать пример позитивной мысли, потому что негативных мыслей у нас у всех, к сожалению, хватает, да, а позитивных мыслей вообще мало у кого есть. Поэтому старайтесь нести в этот мир свет, старайтесь других людей снабжать только позитивными мыслями. Всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на каналы Live и также подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен.
Жду ваших комментариев, отзывов по поводу видео. Нам интересно ваше мнение, что вы думаете, как у вас проигрывается расклад, как он соотносится с вашей историей, из какого вы города пишите, из какой страны смотрите нас, да, это очень интересно. Ну вот так вот, всем пока и до новых встреч.